разрешите мне представить слово Кротову Михаилу Иосифовичу, один из тех людей, кто начинал в 90-е годы и помогал создавать Межпарламентскую ассамблею, и его усилиями СНГ, его усилиями были сохранены в том числе и Таврический дворец, Таврическая площадка для нашего общения. Уважаемый Леонид Иванович, уважаемые участники форума, после такой рекламы я хочу подчеркнуть, что выступаю в качестве профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Тогда правду говорить легче, когда подчеркнешь. На прошедшем Петербургском экономическом форуме активно обсуждались новые вызовы и угрозы современного этапа глобализации, реагирование на которых, на мой взгляд, должно быть приоритетом Евразийского экономического союза и ключевой страны, системообразующего центра этого союза Российской Федерации. Что есть трудности, трудности они понятны. Производители боятся, что будет обнаружен контрафакт, внедрение цифровых меток на товары ведет к исключению контрафакта, кстати сказать, и санкционных товаров на нашем рынке. Поэтому, естественно, дело не в повышении цены за счет процесса маркировки, а дело в том, что есть интересы, там контрафакт в некоторых отраслях доходит до 50%. Поэтому здесь Россия и должна показать пример другим странам Евразийского союза. В этом году мы должны завершить цифровизацию маркировки товаров легкой, табачной промышленности, автомобильные шины, некоторые виды лекарств и перейти, наконец, к молочной продукции. Если Россия будет показывать пример, а наш все-таки рынок основной в Евразийском союзе, за нами потянутся и другие страны. Если Россия пример не будет показывать, а я, кстати, эти цифры называл еще 2 года назад, там обувная промышленность и прочее, то есть, видите, мы отстаем опять на 1,5-2 года, у нас все время отставание идет, то, конечно, и другие страны будут тянуть. Какой другой тормоз? Это то, что у нас доминируют американские информационные программы. Даже мы смотрели с Леонидом Ивановичем на уровне комитета, это фирма калифорнийская, и в Министерстве внутренних дел, и в здравоохранении, и так далее, информационные системы. Но вы знаете, что сегодня правительство активно этим занялось, запущены налоговые бюджетные стимулы для развития отечественных IT-технологий, но надо административный ресурс применять. И с этого года, вы знаете, запрещено использовать иностранные процессоры для систем хранения данных. С 1 июля это будет касаться уже ноутбуков, а со следующего года вся ключевая продукция вычислительной техники должна базироваться только на отечественных процессорах. Второй приоритет – это разработка евразийской программы импортозамещения. Надо понимать того, что санкции – это надолго, может быть, даже навсегда. И надо научиться жить в этих условиях. В чем смысл главной санкции, экономический смысл? Это ограничение доступа иностранных инвестиций на наш рынок, раз, и запрет доступа высоких технологий. То есть нас не пускают к высоким технологиям. Как отвечать на это? Надо развивать свои инвестиции, и то, о чем сегодня президент Академии наук Татарстана говорил, развивать свою науку. И, в частности, мы, наконец, начали бороться с офшорами и выводом за рубеж капиталов. Вдумайтесь, 40 крупных предприятий сегодня, таких как «Русал», наконец-то перешли в российскую юрисдикцию. А до этого это были иностранные предприятия. Наконец-то правительство дало добро на использование, а закон предполагал, свыше 7,5% фонда благосостояния можно в реальную экономику вкладывать. Наконец-то это сверхнормативные средства можно использовать на развитие реальной экономики. А много это или мало? Это больше 5 триллионов рублей сегодня. И что же они будут лежать там, в каких-то бумажках там на Западе? Они должны работать в нашей экономике. Мы на форуме говорили, как важно опустить хотя бы до китайского уровня ключевую ставку Центробанка. Центробанк услышал наш форум и с 7% до 4,2%, но сейчас поднял. У нас китайский уровень сегодня ключевой ставки. Почему эффекта нет соответствующего? А маржа коммерческих банков даже увеличилась. Пропорционально коммерческие банки, они получают более дешевые деньги у Центробанка, а они не уменьшили свою маржу. Может быть, надо, Леонид Иванович, законом, я и Неверова говорил об этом, как-то 2-3% ограничить маржу коммерческих банков. Тогда бизнес будет получать дешевые деньги. Это то, что очень важно для развития нашей экономики.
Третий приоритет. То есть мы сейчас активно работаем в этом плане, и Россия здесь, я повторяю, должна показать пример другим странам. Третий приоритет – это сопряжение евразийской интеграции с проектами китайским «Один пояс, один путь» и транспортным союзом Индии, Ирана и России. Но здесь вот очень важно, нашли же форму, внедрить электронные навигационные пломбы для трансграничных, в том числе санкционных грузов, чтобы спокойно, в том числе через Татарстан, грузы из Западной Европы шли в Западный Китай, и никаких рисков нет. Вот эти электронные навигационные пломбы – это простое решение, которое снимает многие контейнер идет, нет проблемы. Естественно, надо вкладывать деньги, надо модернизировать, естественно, в том числе автодорогу Западная Европа, Западный Китай, проводить цифровизацию, оцифровать все автомобильные коридоры, об этом президент Казахстана постоянно говорит. Что касается коридора север-юг, то там какие проблемы? Порты сегодня иранские подготовлены для приема индийских грузов. Во-первых, санкции в отношении Ирана тормозят. Во-вторых, давайте откровенно говорить, вот если был бы мир на Закавказье, в частности, я надеюсь, что вот то заявление, которое подписали руководители Армении и Азербайджана под эгидой России о разблокировке транспортных коридоров и прочее, то и этот бы поток север-юг, индийские грузы в Западную Европу через фактически нашу страну, это тоже был бы, потому что сегодня пока через Каспий, перевозка грузов и так далее, это тоже был бы важный резерв. И четвертый приоритет, реализация которого представляет самую трудную задачу, хотя, может быть, она кажется не сиюминутной, а дальней. Но это задача, которая на форуме звучала очень сильно, это петербургском, это переход Евразии к экономике углеродной нейтральности. 2 года назад мы это не обсуждали, потому что, Америка против выступила, Трамп говорит, надо развивать ту индустрию, которая есть в Америке, но Байден все развернул в другую сторону. И США сегодня объединились с Европейским Союзом, и через где-то 20 лет, максимум 30 лет, они рассчитывают на то, что будет углеродная нейтральность. Китай принял стратегическую программу до 2060 года перейти к углеродной нейтральности. Поэтому хотим мы, не хотим, но в экспортно-импортных операциях нам придется это учитывать. А Европа что ставит там через год? За каждую тонну, скажем, грузов, которые мы будем поставлять в Европу, 50 евро плати, углеродный природный налог. Что надо? Надо вступать в активные тут взаимоотношения и СМИ использовать, общественное мнение, что поглощающая способность России, российских лесов, она максимальная, больше, чем Бразилия. То есть еще кто кому должен платить. Но мы должны об этом говорить и изменить отношение к нашим лесам. Исключить экспорт в Китай и Финляндию кругляка. Иное отношение к МЧС надо, потому что, спасая лесные площади, мы спасаем нашу, увеличиваем нашу поглощающую способность. Ведь весь смысл этих бирж, которые сейчас создаются, это сколько ты выбросов в атмосферу и сколько ты поглощаешь этого углекислого газа. Я уверен, что Россия будет в плюсе. Можно показать следующий сайт. Процесс идет, видите, 2 миллиарда 200 миллионов тонн сегодня мы выбрасываем в атмосферу. А сколько мы поглощаем? Это такие общие задачи, которые, конечно, придется учитывать. Если говорить непосредственно о снятии экономических барьеров для формирования общего рынка товаров, услуг и капиталов и труда, то можно сказать, из этих 4 сфер в области труда мы достигли уровня не ниже, чем в Европе. Последнюю точку, то соглашение, которое как раз вносил Леонид Иванович от комитета, это о пенсионном обеспечении граждан, трудящихся Евразийского союза. Все, у нас равные условия труда созданы. Ковидные проблемы ковида, они решаются за счет действия мобильного приложения, которое сейчас будет внедряться. Что касается других сфер, рынка товаров, там тоже прогресс, 75% сегодня товаров производится в соответствии с техническими регламентами Евразийского союза.
И мы, наконец, подошли, в общем, к самому сложному, к общему рынку энергетическому. Вот 1 июня президент внес на ратификацию в Государственную Думу протокол о внесении изменений в договор о Евразийском Союзе в части электроэнергетического рынка. Отставание 2 года минимум идет, если взять договор и переходные положения. Событие, которое сегодня действительно заслуживает особого внимания, потому что и в силу своего географического положения Казань на самом деле на стыке Европы и Азии, и в силу своего культурного, потому что всегда это межнациональное общение, толерантность, внимание к другим культурам. И потому что это мероприятие очень комплексное, потому что оно охватывает и вопросы экономики, и вопросы демографического развития, и вопросы культуры, и вопросы религиозные тоже, это очень важно. Вот. И, конечно, сейчас, в тот период, когда коронавирус, к сожалению, не все могли приехать. Тем не менее, конференция международная. Международная как офлайн, так и онлайн, потому что на каждой секции, в каждом круглом столе участвуют не только представители, естественно, Казани или Москвы или Санкт-Петербурга, но и представители Киргизии, Таджикистана и другие. Но и сама Россия, она тоже многонациональная страна, поэтому очень важно, что тут присутствуют самые разные регионы, разные направления, ученые, которые в этих тяжелых условиях, если вы слушали вот последний доклад, который Нигматуллин делал, непростой, если мы не будем объединяться и так далее. Когда-то Назым Хикмет сказал замечательную фразу, я позволю ее напомнить: если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто ж тогда развеет тьму? Поэтому вот это мероприятие очень важно для повышения нашей квалификации, потому что даже я, вот профессор, доктор наук, все равно много нового и интересного, соответственно, получил. И я тоже пытаюсь свою частичку внести в общую копилку с тем, чтобы мы вышли в результате этого замечательного конгресса умнее и полезнее нашему обществу, потому что я надеюсь, что все-таки многое будет реализовано. Спасибо. По лесам впервые президент сформулировал это на Санкт-Петербургском форуме. На самом деле это контр-игра идет определенная, да, вроде назначения того же Чубайса на эту работу. Контр-игра, потому что в противном случае мы будем иметь большие проблемы. Не только будем платить за каждую тонну, но мы будем иметь решения гаагских судов, как это они нам сделали по Минотепу. 50 миллиардов иди плати и не горюй. Они впервые это сделали в отношении собственной страны. И юридическое сообщество уже начало это обсуждать очень озабоченно. В отношении компании Shell Гаагский суд принял решение о том, что они должны на 45% до 30 года снизить все свои эти выбросы. Shell вообще не понимает, как это сделать даже. Но они не только приняли там и штрафные, там и, собственно, обязали, они не рекомендовали, а обязали. Впервые такое решение было принято. Что им мешает это делать в отношении стран? Вы сказали о Кавказе, о мире на Кавказе в связи с логистикой, с коридорами. Это действительно большая, интересная очень работа, проблема. Мы вот в нашем комитете и в Думе реализовали, наконец-то мы и ратифицировали, кроме Ирана, по Каспию соглашение. У нас на Каспии мы отстаем даже от многих стран, которые там находятся, да, и от Казахстана в строительстве судов, в их эксплуатации. Мы, я имею в виду Россию, ратифицировали соглашение Ирана, я думаю и надеюсь тоже сделать в ближайшее время. Ну а мир на Кавказе, я всегда об этом не устаю напоминать, вообще-то начинало как раз объединение и приносило в 92-м году, тогда, когда еще старший Алиев был, именно Межпарламентская ассамблея, Шумейко тогда ее возглавлял, СНГ. Мы тогда договорились и приняли это решение. Страны, я имею в виду прежде всего Азербайджан, Армения, Россия, с помощью вот тогда договоренности в
Значит, сначала там на границе, а потом это было реализовано в других форматах. А потом Россия же, Козырев в частности, сгрузил эту работу на контактную, а контактная группа Минская была создана за 2 года до этого, но она ничего не делала, где сопредседателями были, кроме России, Америка и Франция. И она ничего не делала для этого мира и до этого, и потом 20 с лишним лет. А Козырев убедил Ельцина и отдал продолжение этой работы туда. Ну и что мы имели? Все время нам блокировали эти, в том числе и логистические процессы. Сегодняшнее мероприятие очень важное, что самое главное хочу сказать. И многие выступающие были, что интересно и приятно, предельно точны в своем видении, в своих формулировках. Все это очень хорошо ложилось на восприятие. Если я, может быть, не сразу сейчас могу вспомнить имена всех выступающих, но неудивительно, поскольку это вот только увиделись, само мероприятие имеет огромнейшее значение. Дай Бог, если бы прислушались к тому, что они говорят, вот, а главное, еще бы и реализовали. Вот. Ну, здесь совершенно точно и определенно говорят о том, что должно быть и от чего надо избавляться. Мне кажется, что все-таки такие встречи не только важны, имеют огромный перспективный потенциал. Вот. И хочется пожелать только одного, чтобы это все сбылось. И чтобы мы все как-то вот принялись за определенные усилия, чтобы не мешать, а помогать осуществить вот эти самые важные наши народные цели. Ну и, конечно, спектр интересов этого форума, он тоже очень привлекателен и очень ценен. И об этом тоже надо говорить снизу доверху и сверху донизу. Мохтарам Жемарат, с моей фамилией в таком зале выступать. Это в моей жизни всегда событие. Значит, прогресс евразийской интеграции, который вот здесь мы сидим, он вообще полностью зависит от социально-экономического развития России, от привлекательности России. И вот все проблемы, которые мы тут говорятся, российский образ жизни не привлекателен. Ни для Азербайджана, ни для Узбекистана. Хотя они, конечно, хотят нашего уровня достичь, но они время от времени будут искать что-нибудь там бы достичь. Это фантастические, конечно, для них мечты, но все зависит от нас, я еще раз хочу сказать. Потому что все-таки мы наследники Российской империи. Теперь, вот в связи с настоящим положением, я как член Президиума Российской академии наук организовал некую группу. Вот состав этой группы, тут академики, вот один из них важнейших, академик Аганбегян Абел Гезович, профессиональный экономист, директора академических институтов. В общем, мы разработали некоторую концепцию, разослали ее членам академии, и я получил, значит, 234 отклика, 90% категорически были позитивными, некоторые были предложения, в общем, которые мы учли, продолжали работать. И вот вам, сейчас я представлю основные положения, вот мы тут привезли 50 наших вот брошюр, которые мы будем рассылать снова по членам академии, депутатам Госдумы пошлем. Потому что важнейший вопрос вообще российской науки, я бы так сказал, это наше социально-экономическое развитие. Оно категорически неудовлетворительно. Я здесь не буду говорить о недоверии между бизнесом и государством, о налоговых поборах, неналоговых службами, о крышевании бизнеса, о нашем правосудии, о многомесячных арестах экономических деятелей вот для проведения. Ну, об уровне следственных органов говорит, например, помните, был 2 футболиста там подрались с кем-то дело, и 8 месяцев следственные органы вели эту бытовую, ну, и получали зарплату за это дело. И, конечно, не буду говорить об урезании федерализма в нашей стране, это все колоссальные проблемы. Я буду говорить о технических вопросах. Вот я бы так бы делал, если бы я был премьер-министром. Вот помните, была в литературной газете такая, что бы я делал, если был директором. Социально-экономический рост, говорят, у нас процент. Это не рост. Потому что только годовой ущерб от экономики 1,4%. То есть процент добавил, а потеряешь 0,4 уж вот по данным академика Осипова. Износ основных фондов 50%. Мы за счет этого как-то продолжим существовать, но это проблемы. Падение доходов населения 10-15. Это Росстат.
Я все росстатовские данные говорю. Обесценивание накопления пенсионного фонда, а падение доходов населения – это падение спроса на народные товары. Коллеги, ВВП России на душу не только меньше, чем в Португалии и Турции, но он же меньше, чем в соцстранах. Ну какую оценку можно дать руководству страны за эти 30 лет, если ВВП меньше, чем в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии? Общая история. Ну даже меньше, чем в странах Прибалтики, откуда люди бегут. И бегут в Европу. Вот Европа привлекательна. Но к нам-то никто не бежит, даже русские люди не бегут к нам. И это отставание, я вам еще раз говорю, будет увеличиваться и будет увеличиваться с каждым годом. Эффективность нашего народа и руководства. Вот самое печальное, что вот у нас благостные представления царят вообще в местной информации, в выступлениях руководителей страны. Благостные. Никаких поводов для благостного нету. Вот смотрите, эффективность инвестиций. На рубль вложенных какой прирост ВВП? 2. При советской власти было 4. А вот смотрите, у всех 3-4. А гибель в авиакатастрофах у нас в 4 раза выше вероятность погибнуть, чем в мире, куда и Ангола входит, и Бразилия, и все прочее. Гибель при пожарах в 9 раз выше, чем в США, по норме, на единицу, на душу населения. Фарид Кайрулович, вы, наверное, каждый раз разбираете. Все пожары у нас происходят. Вот я помню, когда я в Башкортостане работал, это была просто колоссальная проблема. И годовой ущерб от катастроф у нас, от всех, 1,4, я сказал, это в 3 раза выше, чем в среднем по миру, в долях ВВП, чем в среднем по миру. Теперь в нашей Конституции написано, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на развитие человека. Чем определяется? Написать все, что угодно. Это доля ВВП на социальные расходы, на пенсии и развитие человека. Вот на пенсии не буду говорить, вы уж слышали про наши пенсионные реформы, но доля ВВП на развитие человека – это здравоохранение, образование, наука, культура. Все мы здесь сидящие, вот этим 4 сферам от них зависим. Все. Так вот, какая доля на Западе? 20-25, у нас 9. И все 30 лет. Ну вообще, о чем думает руководитель страны, правительство наше? 30 лет. Это противоречит всем мировым нормам и практике. И хотим, чтобы у нас наука развивалась, здравоохранение развивалось, образование. Ну вот я вам только вот сейчас покажу. Прирост смертности. Ведь вам все время внушают, что мы этот ковид преодолели лучше, чем все страны в мире. Да ничего подобного. У России прирост смертности на 1 миллион населения в 2-5 раз выше, чем в западных странах. И вы хотите, чтобы все остальные страны, у которых внизу, чтобы к нашему уровню стремились? Да нет, конечно. Но ученые России, несмотря на разгром науки, вот зачем надо было громить науку? Вот что руки у них чешутся? Развалить Академию наук. Сейчас развал страшно идет. Вы не представляете, какие руководители приходят сейчас к руководству институтами в соответствии с их положениями, которые они разработали. Вы знаете, я позволю себе такую не очень приличную шутку. У нас учат жить в науке, или все равно, что учат жить сексу, люди, которые никогда им не занимались. Вот в таком положении мы находимся. И вот, тем не менее, ученые 4 вакцины изобрели. В этом тяжелом положении. А вся проблема заключается в том, что производить не можем. И кроме того, народ не доверяет власти. Не хочет вакцинироваться. Говорят, что это вы изобрели, а на заводах производят дефектную вакцину. Вот смотрите, как демография. Вот красная умершая линия, а синяя родившаяся. Вот в 90-м году примерно Запад и мы были на одних показателях. Примерно на одном показателе. Мы полетели вверх по умершим, по родившимся вниз. И вот где-то с конца 90-х годов, с 2000-х годов, начали выправлять положение. Видите, родившиеся увеличивается и умершие падают. Дошли после 2015 года, смертность прекратила падать, родившиеся начали падать. Я потом скажу об этом в чем. И теперь смотрите, вот скачок за счет ковида. Даже если мы за счет этого ковида преодолеем в этом году, и в 2022 году не будет больше прироста за счет смертности, мы выходим на уровни, видите, там прогноз Академии наук, так прогноз родившихся, то есть родившиеся еще ниже, чем прогноз Российской Академии наук. Мы выходим на сокращение населения ежегодно и скоро 500 000 человек, 500 000. Коллеги, подумайте,
Ведь это же, тут нужно что-то делать, народ надо как-то должен об этом подумать и давать правильную оценку всем этим реформам. Естественно, изменение численности населения, посмотрите, в 2018 минус 226, минус 315 и в 2020 году почти 700 тысяч. И мы выйдем теперь, это за счет, конечно, 320 тысяч за счет прироста ковида, но выйдем уже, и иммиграция сокращается. Мы не такие привлекательные становимся уже. Вот такие у нас дела. Вот 689 тысяч, вот мы, и в этом году тоже еще прирост будет больше. Поэтому говорить о том, что мы преодолели ковид лучше, но это фантазия. Теперь для снижения смертности. Что нужно для снижения смертности? Это можно. Это, если на 5 лет до европейской нормы мы хотим довести, но это такой задачи они никогда не поставят, то нужно добавлять 800 миллионов рублей в год за 5 лет. То есть миллиардов рублей в год. Тогда число смертей сократится на 400 тысяч до европейской нормы. А до уровня РСФСР, это 11 смертность, 11 человек на 1000, необходимо в течение 5 лет брать по 400 миллиардов. Тогда число смертей сократится на 200 тысяч. А сейчас сокращают здравоохранение. Ну, как мне реагировать вообще на все это? Чтобы поднять рождаемость, это сложнее. Чтобы поднять рождаемость на 500 тысяч рождений в год, то есть ее вернуть на уровень 2015 года, коллеги. 2015 года, уже было это. Ну что нужно? Поднять доходы 80% населения. Доходы упали. Женщины, молодые, красивые женщины не рожают, потому что они попадут в нищету. Нужны же квартиры им. Молодые люди не рожают. Все едут в Москву. В регионах нельзя жить. И оказывать более действенную поддержку женщинам. Если женщина родила 3 человека, она должна получать зарплату. Сегодняшнее пленарное заседание было очень интересным, содержательным и, самое главное, выступающие прежде всего говорили о наболевшем и не просто муссировали о каких-то успехах, а говорили о том конкретности, как она должна быть интеграция евразийская. Вот. Ну, я участвую прежде всего на секции. Это так как я ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, по проблемам военной истории меня интересует прежде всего. Я выступаю по Великой Отечественной войне. Ну и здесь мне сказали, что в очень хороших отношениях были генералом армии Гореевым. Это прекраснейший человек, который всегда говорил конкретно и говорил по-военному о проблемах военной истории. В этом плане он всегда, как руководитель Академии военной науки, он всегда конкретно ставил задачи, какие необходимости. И он был тем человеком, который продолжателем борьбы против фальсификации нашей истории и, прежде всего, истории Великой Отечественной войны.